Здесь лесные ягоды. Ребята уже попробовали. Сейчас и мы попробуем. Так, вот они. В наших горах голодным не останешься. Да, точно. Вон сколько еды. Можно компот варить. А можно не варить? Можно, да. Можно съесть сразу все. Дорогие друзья, кстати, в прошлый раз, когда мы поднимались 20 ноября в горы на Жиртовском районе, в кадре со всей группой у нас была одна единица оружия. Некоторые посчитали, что это автомат, и поэтому решили, что есть некоторая опасность. На самом деле никакой опасности нет. Это не автомат, это охотничье ружье. Официальное российское охотничье ружье. Называется вепрь-молот. Куплено официально по лицензии в охотничьем магазине. У меня охотничий билет, соответственно. И лицензия, дающая право на ношение и хранение вот этой единицы охотничьего оружия. Взяли с собой в горы, как говорится, на всякий случай. А вдруг медведь? А вдруг придется убегать? А с охотничьим ружьем убегать гораздо интереснее. Поднимались очень долго, спускаемся очень быстро. А вообще можно еще быстрее спуститься. Да, если... Только это экстремальный будет спуск. После чего в больницу нужно будет лечь на неделю. Очень красивое место. Советую всем побывать. Солнце встает. А вот и утреннее солнце. Вот так вот. Так. Вот солнце восходит. Солнечная система планеты Земля. Да, это солнечная система планеты Земля, как говорит Апти. Вот панорама открывается с горы Бандук. Это вершины Шатойского и Тумкалинского районов.